Вы слушаете радио «Крым Реалии», в студии работает ведущая Алена Бадюк. И напомним, что на полуострове вы можете слушать все наши программы на частоте 105,9 FM. Также можете включить на средних волнах 648 АМ радио «Крым Реалии» и слушать наши эфиры. Также на нашей странице Facebook и YouTube можно смотреть трансляции наших эфиров и найти также те программы, которые вы обычно слушаете, и также просмотреть эту информацию, которая вам интересна. И о чем сегодня будем говорить в нашей программе. В сегодняшнем нашем эфире будем говорить о том, какие нарушения прав человека происходили на территории аннексированного полуострова за 2019 год, и будем подводить итоги с гостем нашей студии. Его представим вот буквально сейчас. Гость эфира. Приветствуем. Эскандар Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра и член Меджлиса крымско-татарского народа в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Крымско-татарский ресурсный центр известен тем, что раз в квартал вы публикуете отчеты как раз вот о той теме, которую я уже представила. Вы мониторите те нарушения прав человека, которые происходят на территории Крымского полуострова, систематизируете эту информацию и детально ее анализируете. И если говорить о нарушениях за уже прошедший год, можем ли мы сказать, что тенденции в преследованиях, тенденции в задержаниях были усилены в этом году? Однозначно. Дело в том, что мы обычно делаем анализ для того, чтобы была видна динамика, для того, чтобы были видны тенденции были, и для того, чтобы можно было апеллировать цифрами. Потому что на международных площадках, когда мы выступаем, или когда предоставляем мы для наших партнеров или для представителей посольств информацию, то очень интересуются более точной информацией. Но мы же понимаем, что те люди, которые готовы выступать в защиту политузников, в защиту преследуемых, в защиту Украины, они должны четко опираться на цифры. Мы не говорим о том, что наши цифры, наши данные точные, потому что сколько было случаев, когда мы о том или ином случае, там, насильственное исчезновение или, допустим, тот же обыск, мы узнаем через некоторое время, и такие случаи тоже бывают только из-за того, что люди запуганы. И поэтому, пользуясь случаем, в первую очередь я хотел бы обратиться к радиослушателям, что не нужно скрывать, нужно вовремя сообщать, нужно давать вовремя информацию. Ведь когда мы создаем резонанс из-за той агрессивной политики, которую совершает оккупационная власть в отношении наших соотечественников, мы, соответственно, предупреждаем их дальнейшие более жесткие действия в отношении вас самих. И таким образом способствуем защите ваших прав. И когда мы уже выстраиваем, и у нас на завершение наша работа в настоящее время, мы планируем в ближайшее время презентовать уже на основании тех данных, которые мы получили в 2019 году, на основании тех данных, которые у нас есть за 2018, 2017 и 2016 годы. И на одной странице у нас будет вся динамика всех нарушений прав человека по всем категориям существующим. Это и аресты, это задержания, это допросы, это случаи продления сроков, право на наивысший, на справедливый суд и так далее. Поэтому эта картинка, на наш взгляд, или этот материал, он будет очень интересен для всех, потому что явно будет видна динамика не просто за последний 2019 год, а динамика за последние 4 года, и причем она будет показательна в сравнении. Но это, я думаю, и радиослушатели, и телезрители, и вы увидите позже, потому что нам нужно еще доработать в этом направлении. А если говорить конкретно про 2019 год, то мы видим, что динамика не к уменьшению, а к увеличению все-таки процессов.
Я добавлю, что в отчете, который вы опубликовали за 9 месяцев 2019 года, говорится о том, что количество задержаний, в частности, да, и допросов, к примеру, да, которые были произведены после этих задержаний, увеличилось вот по сравнению с теми данными, которые у вас были за 2018 год, существенно. Да, и здесь еще существенные показатели по поводу арестов. Потому что мы в категорию арестов включаем ряд факторов. Первое – это новые аресты, и мы включаем факторы продолжения арестов, то есть когда продлевание содержания под стражей, когда суды принимают решения, соответственно, продлевают содержание под стражей. Но 2019 год, он, скажем, отличился тем, что именно в 2019 году были массовые аресты. Если вспомним мартовские события, когда одновременно проводились обыски, задержания и последующие аресты. В частности, это касалось активистов движения «Крымская солидарность», гражданских то есть журналистов. В отношении тех людей, которые не просто, скажем, отсиживаются, а именно стараются информировать общественность, информировать международные организации о том, что нарушаются права человека в Крыму. И это говорит о том, что оккупационной власти не нравится то, что мы активно информируем все международное сообщество. Также я бы обратил внимание на то, что 2019 год отличается еще и тем, что в 2019 году в основном наблюдаются аресты и преследования по религиозному признаку. Если раньше у нас больше там проявлялись там, по делу 26 февраля или там, по делу Виджия Кашка, то здесь явно по делу Хизбут Тахрир и по делу свидетелей Иеговы в июне месяце, в частности, были массовые тоже обыски и аресты, как по Хизбут Тахрир, так и по свидетелям Иеговы. Я думаю, что это целенаправленная политика Российской Федерации, потому что, на мой взгляд, хорошим индикатором этого являлось заседание ДИЧ ОБСЕ в сентябре месяце, когда Российская Федерация системно создавала некий такой вот негативный фон, что на территории Российской Федерации все религии могут свободно развиваться, даже Украинская Православная Церковь, куда привезли они представителей Украинской Православной Церкви. Якобы. И представителей мусульман, и представителей иудеев. С другой стороны, они активно нагнетали негативную ситуацию в отношении Хизбут Тахрир, в отношении свидетелей Иеговых. И для того, чтобы создать такой вот мощный фон или мощный такой вот пул, они в том числе и способствовали приезду представителей центральноазиатских республик, которые рассказывали, какой страшный Хизбут Тахрир, что какую угрозу он несет и что это террористическая организация. Понятно, что для христианского западного мира подобный пул, он по-своему влияет, и поэтому с нашей стороны очень важно давать четкие посылы, объяснять, что и вот моя риторика, в частности, она больше направлена на то, что Хизбут Тахрир в данном случае это больше предлог в целях преследования обычных людей, которые пытаются исполнять свои религиозные обряды. И в данном случае, если мы возьмем всех политических заключенных, их как раз-таки новых задержаний и арестов было в этом году достаточно большое количество, то речь идет о том, что просто преследуются люди. И в Российской Федерации Хизбут Тахрир считается запрещенной организацией, и поэтому под этим предлогом они арестовывают все новых и новых людей. Еще я хочу обратить внимание, что 2019 год мы заметили следующие тенденции. Когда статьи усиливаются, то есть, допустим, по статье, особенно по Хизбут Тахрир, когда обвиняют по 205 статье, 205.5, вторая часть – это участие, а далее переводят в первую часть, это непосредственно организация террористическая. И таким образом мы получаем следующие результаты, когда уже суд выносит максимальные сроки 17-20 лет, то есть
людям, которые, по сути дела, не совершали никогда преступлений. И вот здесь, мне кажется, важно очень отметить, что, как правило, доказательства во время таких судебных процессов, да, когда инкриминируют либо участие в террористической организации, либо организацию террористической организации, доказательствами, что в таких судебных процессах так называемыми, да, являются, как правило, либо показания секретных свидетелей, да, о которых ничего не известно ровным счетом. В основном это сотрудники ФСБ. И эти секретные свидетели, по сути дела, мы понимаем, дают ложную информацию. И, кроме того, у этих людей ни у кого не найдено ни каких-то там инструкций по проведению терактов, никаких предметов для организации терактов, тем более не проведения самих терактов. Ведь на самом деле, если мы возьмем до оккупации в Крыму, вообще никогда не было никаких терактов. Только после оккупации мы столкнулись с другими террористическими действиями, с такими как ситуация в Керчи, когда был расстрел, именно расстрел непосредственно в колледже. Кстати, Крымско-Татарский ресурсный центр именно в 2019 году начал пересматривать категорию пропавших и погибших, и мы выпустили новую брошюру, которая называется «Жертвы оккупации», и в данном случае мы очень четко классифицировали вот погибших от действий оккупационной власти. То есть мы взяли погибших, которые непосредственно погибли от произвола полиции, и мы впервые все-таки рискнули и включили, допустим, 4 заключенных, может быть, они рецидивисты, мы не знаем, но они в СИЗО, во всяком случае, по официальной информации мы получили, что там кто-то перерезал себе горло, кто-то там через повешение лишил себя жизни, но при всем том, они же находятся под контролем в СИЗО, в режимном объекте, и вот в данном случае за это отвечает оккупационная власть. Или, допустим, мы включили ситуацию в колледже в Керченском, и мы назвали такую категорию в соответствии с нашей классификацией как жертвы террора. Или там у нас есть другая категория, когда мы говорим о жертвах расовой дискриминации. И таким образом, я думаю, многим и радиослушателям будет интересно, и правозащитникам, и в том числе международным организациям, когда мы эту брошюру начнем распространять, и, соответственно, будет видно, какие категории преследований существуют непосредственно в оккупированном Крыму. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня является Эскандер Бариев, это руководитель Крымско-Татарского ресурсного центра. Говорим мы о нарушениях прав человека на территории оккупированного Крыма за 2019 год, и мы продолжим нашу программу через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Эскандер Бариев, гость нашей студии, и такой момент вы упомянули в нашей беседе, что систематизируете и собираете информацию о жертвах непосредственно оккупационной власти. Есть ли такие жертвы, зафиксированы ли такие случаи непосредственно в этом году? Конечно, в этом году достаточно много жертв, кстати. И те люди, которые пропали без вести в 2018 году, выявилось, что они были найдены мертвыми. Кроме того, в последние дни ноября появилась информация о том, что пропали без вести 3 человека. Это 2 крымских татарина и 1 украинец. И уже в начале декабря мы узнали, что украинец Бебешко был найден мертвым. Обстоятельства исчезновения по остальным крымским татарам информации нет. В частности, речь идет о Луизе Ибрагимовой и Арсении Суюнове. Это последние
последние пропавшие без вести, о которых мы узнали. По крымским татарам пока информации нет, то есть о Луизе и об Арсении никакой информации нет, живы ли они или в каком состоянии. Неизвестно. И неизвестно. А относительно Бебешка, он был найден мертвым. И полную информацию мы пока еще не владеем, но мы, конечно же, собираем эту информацию. Кроме того, ну, по нашим данным, только в 2019 году были, то есть сам процесс исчезновения людей, он продолжается, и в 2019 году он опять начал выходить на определенный пик, потому что в 2018 году, в 2017 году начался какой-то вот такой более-менее спад, но я думаю, что опять же это связано с, возможно, если даже не с целенаправленной политикой, пока мы однозначно говорить не можем, но при всем том оккупационная власть отвечает, поскольку контролирует оккупированный Крым, отвечает за жизни наших соотечественников, и мы об этом должны говорить. И в частности, в ваших докладах вы также отмечаете нарушение прав на образование, нарушение экологических прав, и здесь еще очень долго можно эту категорию продолжать. Какие-то основные, по вашему мнению, нарушения, которые происходили в этом году, что касается гуманитарного права? Что касается гуманитарного права, то однозначно это образование, это возможность изучения родного языка. Чем интересен 2019 год, то мы неоднократно говорили, что если мы говорим об образовании на крымско-татарском языке, то со стороны оккупационной власти были попытки, они в принципе и продолжаются по закрытию крымско-татарских школ, и даже по официальным данным Российской Федерации, вернее, компетентных, скажем так, ведомств оккупационной власти, было из 16 крымско-татарских школ статус изменили. На 7 школ остались со статусом крымско-татарского языка, 5 школ перевели на двухязычное образование, русский и крымско-татарский, и остальные 4 школы стали просто общеобразовательными. То есть мы видим тенденции к тому, что как оккупант хочет полностью нивелировать все эти вот процессы. С другой стороны, после того, когда мы получили решение Международного суда ООН в Гааге, если вы помните, как раз о том, что Россия хотела оспорить, подавала апелляцию, и поскольку Международный суд ООН оставил в силе и юрисдикцию по 2 конвенциям, это расовая дискриминация и финансирование терроризма, мы увидели следующие процессы, что как раз после этого, ну, как нам сообщили наши активисты, в крымских школах стали инициировать подачу заявлений родителями крымско-татарских учеников для того, чтобы могли изучать факультативно. Это делается в связи с решением суда международного, или это такие краткосрочные какие-то моменты, я пока не знаю, но могу сказать, что все-таки вот подобные действия, они дают какой-то результат. Что касается изучения образования на украинском языке, то, опять же, по официальным данным оккупационной власти, единственная школа, где изучается украинский язык, это Феодосийская школа, но, опять же, по данным активистов и жителей Феодосии, на самом деле украинского языка как такового там не изучают в этой школе. Поэтому я думаю, что эти процессы также будут меняться и в отношении украинского языка, пока мы активны на международных площадках, пока есть или выносятся позитивные решения в адрес Украины и крымско-татарского народа, то понятно, что в гуманитарном плане мы сможем увидеть такую большую защищенность в гуманитарном плане. Я думаю, что на протяжении ближайшего 2020 года, после, опять же, посылов Международного суда, в отношении Меджлиса крымско-татарского народа членов Меджлиса не будут предприниматься какие-то репрессивные действия, но при всем том оккупационная власть будет всячески
искать альтернативу для того, чтобы продемонстрировать международному суду и международному сообществу, что якобы коллективные права крымско-татарского народа не нарушены, и что крымские татары могут формировать какие-то объединения и, соответственно, быть представленными на всех уровнях. Но однозначно мы стоим четко на той позиции, что единственным представительным органом, который избирался демократическим путем, это был и есть Меджлис крымско-татарского народа и Курултай крымско-татарского народа. Ну и, конечно же, очень важно, это экологический фактор, это состояние экосистемы. Вот как раз таки вот эта категория, она сложна чем мы можем, конечно, подсчитать количество там кустарников, которые вырублены, или количество там деревьев, как при строительстве Тавриды, но вот те нарушения или те сложно или невозвратные вещи, которые совершает оккупационная власть, в частности, это массовая откачка воды с подземных озер с помощью скважин, на самом деле, там в Нижнегорском районе, в Советском районе, они приводят к большим проблемам. И мы столкнемся с той ситуацией, когда уже в марте месяца 2020 года эта вода просто закончится. И действительно, вот те действия, которые совершает оккупационная власть, в том числе и постоянные учения военные, они приносят большой ущерб экосистеме Крыма. И мы со своей стороны не должны об этом молчать. Мы со своей стороны пытаемся усиливать и повышать компетенцию наших активистов для получения более полной и более такой квалифицированной информации, для того, чтобы на всех международных площадках мы могли давать качественную, хорошую информацию о нарушении экосистемы в Крыму. Говоря как раз-таки о международных площадках. Одним из знаковых событий декабря 2019 года стало принятие Генеральной Ассамблеи ООН Две резолюции. Две резолюции. Вот да. Я хотела уточнить по поводу той резолюции, которая касается милитаризации Крыма. Во-первых, в принципе, понятие милитаризации оккупированного полуострова, это явление вы также отслеживаете. И что касается самого документа, который был принят Генеральной Ассамблеей ООН, может ли, по вашему мнению, этот документ и его принятие, вообще его обсуждение международным сообществом как-то повлиять на Россию и на ее действия в отношении Крыма? Дело в том, что много критиков, конечно, когда говорят, ну и что, Генеральная Ассамблея принимает резолюцию уже не первый год. Кстати, когда мы говорим о резолюции по милитаризации Крыма, то это уже вторая резолюция, потому что в 2018 году подобная резолюция принималась, и в 2019. Единственная разница есть в том, что в 2019 году были больше акценты уже непосредственно на море, по морским делам, по акватории Азовского и Черного морей, и, соответственно, есть критики, которые говорят, ну и принимают, ну и беспокоятся, что дальше. Кроме того, уже на протяжении нескольких лет принимается резолюция о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Я скажу, что это важно, потому что мы таким образом очередной раз сохраняем и демонстрируем ту коалицию, которая поддержит Украину. И она практически стабильна, то есть это в пределах там 60-69 стран, и стабильно 39-40 стран, которые оказывают содействие и коллективно вносят данную резолюцию на рассмотрение Третьего комитета, а потом и Генеральной Ассамблеи ООН. Это говорит о том, что у нас есть все-таки четкая коалиция, которая жестко стоит на позициях, все-таки ряды оккупации Крыма и на позициях приостановления или защите прав, вернее, даже правильно будет сказано, защите прав человека непосредственно в Крыму. И эта коалиция из 40 стран, это в основном страны западного мира, те страны, которые продолжают санкционную политику. И, кстати, если помните,
как раз в преддверии той встречи, которую все ждали, нормандской встречи 9 декабря 2019 года, накануне Франция и Германия четко заявили, что Европейский Союз будет продолжать санкционную политику в отношении Российской Федерации, и позже заявили и Соединенные Штаты Америки, что также будут рассматриваться и усиливаться санкции. То есть мы видим следующие процессы, что именно подобные решения таких авторитетных органов, как Генеральная Ассамблея ООН, они дают все основания для продолжения санкций, что нам, в принципе, и нужно, потому что нам нужно сохранить нашу коалицию, нам нужно увеличивать эту коалицию, и нам нужно, чтобы продолжались санкции в отношении Российской Федерации. Кстати, появился еще новый посыл именно в 2019 году, и мы надеемся, что он будет реализован именно в 2020 году. Это то, что Европейский парламент все-таки должен вернуться к актам, законным актам, аналогом акту Магнитского. То, о чем мы, правозащитники, на протяжении всех этих лет стараемся работать и персонально с разными странами, потому что персональные санкции – это очень важно, и мы максимально хотим, чтобы эти персональные санкции были адаптированы к Крыму. То есть те преступники в погонах или государственные служащие оккупационной власти, которые системно проводят нарушения прав человека, злоупотребляя своими должностными полномочиями, они должны нести ответственность. И во всяком случае, если для них будет закрыта Европа, закрыта для их счетов и так далее, поверьте, это будет очень серьезный посыл. И во всяком случае уже люди в частном порядке, которые работают в тех или иных органах оккупационной власти, будут задумываться о своем частном будущем и, соответственно, прежде чем принимать решения, будут думать, и таким образом мы все-таки сможем повлиять на в какой-то степени на уменьшение давления на наших соотечественников. Что касается непосредственно милитаризации, хочу вернуться еще к этому вопросу вот по какому поводу. Помним, что на протяжении этого года были известны случаи уголовного преследования тех крымчан, которые отказывались служить в российских оккупационных войсках. По вашим наблюдениям, сохраняется ли эта тенденция, я имею в виду по сравнению с предыдущими годами, либо же она усиливается? А вы имеете в виду преследование или количество людей, которые не хотят служить в вооруженных силах Российской Федерации? Ну, хотят служить, это достаточно так гипотетически, да, я имею в виду случай преследования, когда действительно в отношении этих крымчан открывались уголовные дела. Ну, однозначно. Дело в том, что количество, конечно, тех административных нарушений, как они, скажем, открывают по административные дела, последствия уголовные, они связаны в первую очередь с уклонистами, то есть с теми людьми или с количеством тех людей, которые не хотят служить в вооруженных силах Российской Федерации. Конечно, очень жаль, что мы никак не можем обеспечить им какую-либо защиту, и, конечно же, люди ищут различные пути, начиная от коррупционных схем, скажем так, когда пытаются подкупить там военкомов и так далее, чтобы получить, или врачей, чтобы получить так называемые белые билеты. И с другой стороны, когда просто предпринимают уже крайние меры, когда пытаются избегать или выезжать на территорию Российской Федерации или на материковой части Украины. Но при всем том мы видим, что динамика растет. И, если только взять начало декабря, ноябрь-декабрь 2019 года, то только в одной Керчи более 200 человек являются уклонистами, и в отношении них были открыты как административные, так и уголовные производства. Мы, конечно, еще дорабатываем этот материал, эту категорию, и, конечно же, нам надо больше об этом говорить. И, кстати, в резолюции по милитаризации уже об этом говорится, и в резолюции о ситуации с правами человека также об этом говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому вот данные посылы, они важны, и понятно, что это грубое нарушение международного права, в первую очередь 4-я Женевская конвенция.
И некоторые лица, в частности, которые могут быть потом признаны виновными за такие преступления, могут стать военными преступниками. То есть мы должны не забывать о том, что это все-таки серьезное нарушение международного права, и конечно, хотелось бы верить, что рано или поздно понесут за это ответственность те люди, которые действительно к этому причастны. Подводя итоги нашей беседы, можем ли мы резюмировать о том, что этнические крымские татары, этнические украинцы по-прежнему находятся в зоне риска на территории аннексированного полуострова и подвергаются преследованиям, чему есть подтверждение и задержаний, и арестов, и вынесения приговоров на протяжении 2019 года, либо же, может быть, о каких-то новых тенденциях мы также можем рассказать сейчас? Я бы сказал бы так, я бы определил бы 2019 год, я говорил об этом ранее, что тактика оккупационной власти, она направлена на то, чтобы больше снивелировать, скажем, преследование именно по этническому принципу, а больше продемонстрировать, что они преследуют именно, скажем, религиозных террористов и по запрещенным организациям, таким как, опять же, свидетели Иеговы и Хизб ут-Тахрир. Конечно, в ноябре месяце были определены во всяком случае, нам известны 2 случая ареста женщин, о которых родственники не очень хотели публично говорить, и мы все-таки ведем сейчас переговоры с родственниками, потому что для того, чтобы защитить этих женщин, нам нужно все-таки публично говорить на всех международных площадках, и их обвиняют именно в качестве диверсантов украинских, то есть мы все-таки видим эти процессы, и однозначно я хочу сказать о том, что все-таки преследование по этническому признаку оно продолжается, и по позиции, скажем, тех или иных граждан, и поэтому продолжается политика вытеснения неугодных для Российской Федерации граждан, это в первую очередь крымских татар и проукраинских граждан разных национальностей, и таким образом продолжается процесс замещения населения, и с нашей стороны, конечно же, очень хорошо, что в резолюции Генеральной Ассамблеи четко были обозначены эти позиции. Это даст нам возможность больше апеллировать дальше при встречах именно как с представителями тех или иных государств, которые могли бы присоединиться к санкционной политике, а также и на международных площадках. Но я хотел бы еще сказать о положительном процессе, который произошел в 2019 году. Мы в 2019 году перевели Всеобщую декларацию прав человека на крымско-татарский язык и зарегистрировали в ООН, и 521 языком, текст которого Всеобщей декларации стал на крымско-татарском языке. Я считаю, это большое событие, и мы активно распространяем эту декларацию непосредственно в Крыму, потому что это важно. Важно, чтобы крымские татары умели защищать свои права, чтобы каждая крымско-татарская семья знала, что основой международного права является именно Всеобщая декларация прав человека, и поэтому это есть инструмент, я бы сказал, борьбы за права человека, за коллективные права крымско-татарского народа и за все-таки восстановление целостности Украины. И еще одна категория дел, мы вкратце о ней давайте все-таки упомянем: заочные преследования, заочные задержания и заочные приговоры. Знаю, что вас лично эта тема тоже касается. В этом году, мы помним, были такие случаи, давайте немножко о них расскажем. Но в этом году, во всяком случае, я узнал, именно в 2019 году, в январе месяце, причем я узнал после того, когда информация появилась, и мои коллеги, опять же, сообщили уже решение так называемого на апелляцию, отклонили апелляцию
адвоката, которого я не нанимал. То есть я подозреваю, что хотели довести до Верховного суда Российской Федерации. Без вашего личного без участия, моего абсолютно. участия, без участия моих адвокатов, для того, чтобы потом уже информация пошла в Интерпол уже от Верховного суда Российской Федерации. При всем том, мы вовремя отреагировали, и, соответственно, я уже все документы подал непосредственно в Европейский суд по правам человека. Кроме того, мы отреагировали, и со списков Интерпола меня сняли. Кроме того, подобное же дело было, также узнали, что открыто в отношении журналистки АТР Гульсум Халиловой. И здесь в данном случае мы предложили, как Крымско-Татарский ресурсный центр, свою услугу. Правда, есть сроки, которые проходят, и поэтому мы все-таки надеемся, что будет вовремя все отреагировано, потому что Гульсум обещала нам предоставить документы, и мы непосредственно будем, конечно, оказывать содействие, чтобы Гульсум могла спокойно ездить, во всяком случае, в страны западного мира. А тяжело ли эту работу все провести? Насколько это сложная процедура? Да, эта процедура, в первую очередь, мы непосредственно, нужно собрать документы, связанные с исчерпанием непосредственно в Крыму. Это могут сделать только адвокаты, которые находятся там, и, соответственно, решение судов мы должны иметь на руках. Второе, мы обращаемся непосредственно в украинское отделение Интерпола. Интерпол, соответственно, делает соответствующее заявление и в центральный офис Интерпола, где обозначает, что это политические дела и политические статьи. Ну и следующее, конечно же, это уже работа адвокатов здесь, для юристов, для того, чтобы был грамотно заполнен формуляр и подано заявление непосредственно в Европейский суд по правам человека. Те данные, которые вы опубликуете уже по итогам года, и те данные, которые вы публиковали в течение этого года, вы передаете ли в какие-то инстанции, я имею в виду, помогает ли это вам работать и доносить эту информацию на международных площадках? Если да, то с кем именно вы сотрудничаете? И еще один момент здесь уточняющий. Работаете ли вы совместно с действующей на материке прокуратурой Автономной Республики Крым? Ну, в первую очередь, однозначно мы с прокуратурой Автономной Республики Крым сотрудничаем, но у нас есть еще специфическое сотрудничество непосредственно по расследованию дела депортации в качестве геноцида. Хотя это дело уже передано уже не у прокуратуры, именно в 2019 году передали СБУ, но при всем том, все равно долгое время занималась прокуратура, и поэтому у нас есть эти, скажем, контакты и работа. Что касается тех данных, которые мы публикуем, однозначно, когда необходимо прокуратуре, мы стараемся и подавать дополнительную информацию, непосредственно подавать заявление для того, чтобы дальше шел процесс. А что касается международных площадок или посольств, то я скажу так, что той информацией, которую мы готовим, интересуется ряд посольств, в частности, и посольство Соединенных Штатов Америки, и посольство Франции в Украине, и миссии непосредственно тех или иных стран в ОБСЕ. Поэтому тот материал, который мы готовим, мы, конечно же, рассылаем по всем этим структурам. Ну, в первую очередь, как я уже начал, и просто всех не буду перечислять, это в первую очередь, конечно, со страны западного мира. Поэтому это страны, которые являются, входят в коалицию, которая все-таки поддерживает Украину. И, конечно же, для них очень важно, как я уже говорил в начале передачи, чтобы были четко систематизированные данные, на которых они могут опираться. И на международных площадках, когда мы непосредственно сами сталкивались с этой ситуацией, россияне пытались, представители России пытались говорить, вот вы врете, вы говорите неправду, и когда им показываешь конкретно цифры, показываешь конкретно фамилии, показываешь конкретно случаи, конкретное время и там дату, то тут уже снимаются все какие-то сомнения, и, соответственно, таким образом мы четко обозначаем, что мы не являемся какими-то там врунами или, скажем, провокаторами, а мы являемся организацией, которая все четко систематизирует и непосредственно
непосредственно доказывает на всех площадках. И поэтому для нас очень важно, в том числе и сотрудничество с рядом правозащитных организаций. Это и Freedom House, это Amnesty International, это и Civil Rights Defenders, и ряд других, и Minority Rights Group. Вот мы работаем со всеми этими международными правозащитными организациями, потому что без их поддержки работать невозможно. Кроме того, понимаете, специфика, особенно дела Хизбут Тахрир, она сложна тем, что понятно, что у политиков европейских есть некое опасение. Вот Хизбут Тахрир, да, исламский терроризм, да, а что это такое? Звучит угрожающе достаточно. Может быть, на самом деле они причастны. Ведь нужно дождаться, нужно подумать, насколько это правда или нет. И вот как раз-таки с помощью правозащитных международных организаций, когда они начинают заявлять о том, что, к примеру, Куку не является террористом, а это адвокат, это юрист, правозащитник, который всю жизнь боролся именно за права человека. И, соответственно, это меняет позицию, меняет отношения. И таким образом, одно дело, когда говорит Крымско-Татарский ресурсный центр или наши коллеги украинские, другое дело, когда уже о том или ином политзаключенном заявляет авторитетная международная правозащитная организация. Это нас усиливает, и таким образом мы все-таки создаем эти фамилии, делаем токсичными для Российской Федерации. А токсичность дает возможность и приближает возможность к быстрейшему освобождению, как ситуация с Сенцовым. Кстати, 2019 год знаменателен тем, что... Очень важным событием обмена. Важное событие обмена, когда и Сенцов, и Кольченко, и Балух, и Эдем Бекиров оказались на свободе, и ряд других, и Сущенко, но они были токсичными. И Российская Федерация избавлялась от них только из-за того, что они токсичны, и только из-за этих фамилий продолжались санкции. Ведь на самом деле даже тот же нормандский формат, который произошел в 2019 году, я все-таки сторонник того, и я остаюсь сторонником того, что больше важны эти встречи сейчас для Российской Федерации, потому что им нужно, чтобы были ослаблены или отменены санкции, им нужно, чтобы в Крым снова пошла вода, и поэтому с нашей стороны нужно сдерживать, нужно усиливать санкции для того, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию наших территорий, которая является первопричиной нарушений прав человека. И последний вопрос. В 2020 году ожидаются ли какие-то важные мероприятия, посвященные, к примеру, вопросу Крыма, либо же принятие каких-то важных документов, по вашему мнению, что известно на сегодняшний момент, запланированы ли какие-то мероприятия в этом отношении по этому вопросу? В частности, я могу говорить о деятельности нашей организации. Во всяком случае, мы планируем провести сайд-ивенты в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, где мы хотим акцентировать, опять же, внимание по двум вопросам. Один вопрос – это признание депортации геноцидом, а второй вопрос – это законные аналоги акта Магнитского, потому что именно в Парламентской ассамблее Совета Европы присутствуют представители или делегации парламентов стран Совета Европы. И для того, чтобы больше информировать, насколько это важно для снижения нарушения прав человека непосредственно в Крыму. Далее мы планируем провести по инициативе, опять же, ирландской диаспоры украинской большое мероприятие в феврале месяце, где будут присутствовать как представители диаспоры, так и представители ирландского политикума. И мы со своей стороны будем информировать о нарушении прав человека в Крыму, и, соответственно, а также на Востоке. И это, на наш взгляд, даст определенные посылы. Однозначно мы в 2020 году планируем поднимать, и поскольку в рамках прав коренных народов ООН объявила тему о, скажем, исследовании права на землю, полезные ископаемые, и мы сейчас вот на стадии завершения, мы работаем над этим, мы готовим такой серьезный отчет о нарушении права на землю коренного крымско-татарского народа.
народа, именно в связи с оккупацией Крыма, право на пользование землей. И мы надеемся, что в основном докладе, потому что сам процесс какой? Мы подаем наш отчет непосредственно на экспертный механизм, а экспертный механизм – это вспомогательный орган для Совета по правам человека, и, соответственно, все материалы потом попадают в Совет по правам человека. И для нас очень важно четко обозначить, подать качественный отчет о том, как нарушаются права коренного народа в Крыму, право на землю, пользование землей. Ну и, соответственно, конечно же, мы будем продолжать нашу работу участия во всех международных площадках для того, чтобы информировать о ситуации непосредственно в Крыму. Что касается международного суда и что касается, скажем, таких вот более глобальных каких-то процессов, но опять же будут продолжаться тут уже слушания. будут продолжаться слушания, когда точно пока еще неизвестно, но при всем том мы сотрудничаем в этом плане с МИДом Украины, и, конечно же, мы сделали со своей стороны все возможное, мы предоставляли материалы, и по конвенции по расовой дискриминации, там, ну, я так скажу, 1/3 материала, который предоставил непосредственно Крымско-Татарский ресурсный центр. Будем, естественно, отслеживать все эти события, которые и вы проанонсировали, и доклад также, который вы проанонсировали уже итоговый годовой, и за 5 лет оккупации уже в 2020 году исполнится 6 лет оккупации Крымского полуострова. И, конечно же, будем и далее в наших эфирах отслеживать все тревожные события, которые поступают с территории Крыма, и рассказывать об этом нашим слушателям. Мы благодарим вас за беседу. Искандер Бариев, руководитель Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса крымско-татарского народа, был гостем нашей студии в студии радио Крым Реалии. И весь этот час в студии работала Алена Бадюк. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами на волнах радио Крым Реалии.